В эфире «Итоги дня», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах выпуска. Правительство расширило границы территории опережающего развития Якутия. В него включены земельные участки общей площадью более 93 тысяч гектаров на территории Ленского и Мирнинского районов. Понижение температуры воздуха и образование шуги стали причинами осложнения на основной паромной переправе региона. Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, заработная плата работников бюджетной сферы. Какие еще вопросы обсудили на очередном пленарном заседании Госсобрания Илтумен? Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 процентных пункта. Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное 24,9%. Красота родного края. Продолжается прием заявок для участия во втором конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». В Казани открывается 16-й саммит БРИКС. Ожидается, что приедут представители более 30 государств. В мероприятии примут участие не только главы государств-участников международного объединения, но и многие другие видные политики. Россия в этом году председательствует в БРИКС, поэтому и принимает саммит. Как раз 1 января состоялось расширение организации. К Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в эти дни предстоит прояснить статус Саудовской Аравии. Правительство расширило границы территории опережающего развития Якутия. В него включены земельные участки общей площадью более 93 тысяч гектаров на территории Ленского и Мирнинского районов республики. Они необходимы для строительства Новоленской ТЭС и магистрального газопровода, который будет снабжать ее топливом. Строительство планируется завершить в 2029 году. Благодаря реализации этого проекта в регионе будет создано около 450 рабочих мест и привлечено более 230 миллиардов рублей частных инвестиций. Осложнена работа основной паромной переправы региона Якутск-Нижний Бестях. По сообщению Минтранса республики, это связано с интенсивным понижением среднесуточной температуры воздуха и образованием рыхлых масс льда на реке Лени. В настоящее время на переправе осуществляют движение 7 паромов, из них 1 грузовой с сопровождением буксиров. Паромы работают по загруженности. Минтранс Якутии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок с учетом осложнений в работе паромной переправы. Также с сегодняшнего дня начали свою работу суда на воздушных подушках по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Они осуществляют движение со станции Намыв, расположенной на 204-м микрорайоне. В настоящее время на линию выходят порядка 20 единиц с 7 утра до 6 часов вечера. Стоимость проезда составляет 2500. Повышение связано с ухудшением погодных условий и дополнительными расходами на топливо. Отметим, что после ледостава, когда требуется пересадка на аэроботы, стоимость проезда увеличится до 4000 рублей. За 2500 человека. Неприятно, но куда деваться. Ну, единственное, хорошо, быстро. 10 минут и тут. Посылку отправил. Вот удобно стало, чем 203-м. Как бы так. И цены нормальнее, чем в прошлом году. В 2 раза дороже было. За 1000 отправлял, в этом году попросил, оплатил 500 рублей. Сейчас буквально через 20-30 минут доедет. Вот позвонил, они вот на ЖД вокзале встретят. В Якутии продолжается работа по отбору граждан на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Военнослужащим, заключившим контракт и находящимся в зоне проведения спецоперации, выплачивается единовременная денежная выплата в размере от 1 400 000 рублей, из которых 400 000 рублей от Минобороны России, 900 000 от Республики Саха-Якутия и 100 000 рублей от города Якутска. Всем необходимым для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции военнослужащие обеспечивает Министерство обороны. Кандидаты могут прийти на консультацию лично в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапаева, 23, в любое удобное для них время. Также можно проконсультироваться по телефонам 8 41 12 32 10 40 или 8 924 166 13 93 круглосуточно. Больше информации на сайте службы по контракту 14.рф. Также филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» оказывается психологическая помощь участникам СВО и членам их семей. Бесплатная юридическая помощь по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки. Также реализуются дополнительные механизмы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия.
Проводится работа по адаптации жилых помещений ветеранов боевых действий с инвалидностью. В филиале фонда в городе Якутске ежедневный прием граждан ведут социальные координаторы и специалисты отделения Социального фонда России, многофункционального центра республики, подведомственных учреждений Министерства труда, Минздрава, Министерства образования и науки республики и Государственного комитета занятости республики. По предварительной записи в офисе филиала фонда в рамках оказания юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов граждан, ведут прием и консультацию адвоката Адвокатской палаты республики, прокуратуры республики и военной прокуратуры Якутского гарнизона. Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 процентных пункта. Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное 24,9%. Также повышается минимальный первоначальный взнос по льготным программам до 50,1% за исключением ряда случаев. Отмечается, что решение повысить ставки по ипотеке Сбербанк объяснил ростом доходности облигаций федерального займа и высокой ключевой ставкой Центробанка. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября этого года. Сбербанк также сообщил об изменении условий выдачи ипотеки на покупку квартир в новостройке по всем действующим льготным программам. Судебные приставы смогут дистанционно проверять коллекторов. Минюст планирует расширить возможности службы судебных приставов по контролю за коллекторами. Пристав сможет со своего рабочего места заглянуть в компьютер коллектору, с кем тот сейчас общается, не грубит ли должникам. Соответствующие планы предлагается закрепить в государственной программе «Юстиция». Проект соответствующих поправок к программе вынесен на общественное обсуждение. Как пояснили в ведомстве, такой мониторинг основан на добровольном участии контролируемых лиц и осуществляется по их заявлению. Иными словами, тайно подключиться к серверам банка или коллекторского агентства будет нельзя. Тем временем, в рамках первого дня 9-го пленарного заседания Госсобрания Элтумен были рассмотрены несколько ключевых вопросов: обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, заработная плата работников бюджетной сферы, а также господдержка сельского хозяйства. Помимо этого, одним из ключевых направлений является госбюджет республики на предстоящую трехлетку. В том числе в проект постановления включен пункт о том, что парламент будет настаивать на увеличении финансирования по проектам родных и официальных языков, а также будут отложены средства на реализацию новых национальных проектов. В текущем году, в 2024 году, завершаются национальные проекты Российской Федерации, которые начали старт в 2018 году, а со следующего года у нас начинается реализация в соответствии с указом президента Российской Федерации 19 новых национальных проектов. По ним тоже идет работа по распределению по субъектам, по отраслевым министерствам, и эти суммы мы также будем разносить по нашим государственным программам в рамках второго чтения. Соответственно, в рамках второго чтения нас ждет совместная работа правительства с народными депутатами по тем направлениям, которые сегодня были озвучены. Одна из актуальных проблем республики – безнадзорные собаки. Она также стала предметом обсуждения парламентариев, в частности, вопрос регулирования численности безнадзорных животных. На сегодняшний день, согласно федеральному закону, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания. Напомним, очередная волна возмущений по этому поводу поднялась после трагедии, произошедшей в Чульмане в середине месяца. Мы должны посмотреть судебное решение апелляционной инстанции. Исходя из этого будем строить дальнейшую работу, либо же мы будем совершенствовать наше республиканское законодательство в этой части по приюту временного содержания, по безнадзорным животным, либо же с Владимиром Владимировичем Бурматовым мы достигли договоренности, что будем подходить к системному решению, то есть менять федеральное законодательство. Каждый год по всему миру на улицах оказываются миллионы животных. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с этим явлением считается стерилизация. В ветеринарной клинике Агату проводят стерилизацию и кастрацию кошек и собак. Эта работа в первую очередь направлена на уменьшение численности безнадзорных животных. Подробнее об этом расскажет Даяна Федорова. Милой домашней кошке Масе около года. Она покладистая, но очень любопытная. С недавних пор хозяйка начала задумываться о стерилизации. В день операции, как и положено, Мася немного взволнована. Перед процедурой проводят осмотр, берут согласие хозяина, проверяют документы, в том числе дату получения вакцинации. Нужно вакцинировать
Давать достаточно много воды, не забывать сухой корм, мокрый корм. Характер хороший, она очень сильно боится. Процесс стерилизации для Маси оказался менее страшным, чем ожидали. Перед операцией животным вводят инъекцию снотворного, так что процедура проходит безболезненно. За день проводится около 10 операций. Операция длится для кошек, то есть для самок кошек 20 минут, 25 минут. А для самок собак это подольше 40 минут, где-то до 40 минут, в зависимости от размера, от возраста тоже есть нюансы. Восстановление после операции занимает в общем от недели до 10 дней. Ветеринары утверждают, что стерилизация позволяет реже болеть, а также контролирует численность бездомных животных. С ноября в клинике начнется социальная акция, благодаря которой многодетные, малоимущие и участники СВО могут стерилизовать своих любимчиков с 30% скидкой. Тайна Федорова, Екатерина Мосова, Семен Семенов, Якутск. Нерюнгринский городской суд вынес приговор в отношении 53-летнего жителя города Нерюнгри. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере. Суд установил, что обвиняемый периодически употреблял запрещенные вещества и состоял на учете у нарколога. Ранее он уже был осужден к условному наказанию с возложением обязанности пройти лечение от наркозависимости за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. В период условного осуждения в июне 2024 года мужчина в сети интернет бесконтактным способом приобрел для личного употребления синтетическое наркотическое средство в количестве не менее 0,5 грамма, что является значительным размером. По полученным координатам в безлюдной части города он обнаружил закладку с наркотиком, часть которого сразу употребил. По пути домой он был задержан сотрудниками транспортной полиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. В ходе личного досмотра запрещенное вещество было обнаружено и изъято из незаконного оборота. Сезонный рост ОРВИ продолжается в Алданском районе. Эпидпорог, однако, не превышен, поэтому на данный момент об ограничительных мерах речь не идет. Между тем, следует помнить, вирусные инфекции вовсе не пустяки. Предупредить возможные осложнения поможет только иммунизация. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Подъем температуры, заложенность носа, кашель, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Алданском районе продолжается. Вирус беспощаден как ко взрослым, так и к детям. Эпидемиологический порог, однако, не превышен. В настоящее время мы еженедельно регистрируем прирост количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Грипп в настоящее время не зарегистрирован, заболеваемость не превышает эпидемических порогов. Дополнительное инфекционное отделение мы в настоящее время еще не разворачивали. Эпидемиологи напоминают, вирусные инфекции опасны серьезными последствиями. О том, чтобы болезнь не нанесла организму непоправимого вреда, следует позаботиться заранее. Грипп и вирусные заболевания, они, не сказать, что они несерьезные заболевания. Заболевания, которые могут привести к осложнению основных хронических заболеваний, вызвать другие острые заболевания, как пневмония, менингит, гаймориты, которые в свою очередь тяжело протекают у больных хроническими заболеваниями, а также у детей и у лиц пожилого возраста. Максимальную защиту от развития осложнений гарантирует только специфическая профилактика. Прививочная кампания против гриппа продолжается. Количество вакцинированных на сегодняшний день 13 тысяч, при плане 23 600 человек, обеспеченных вакциной. Наряду с вакцинацией неспецифическими мерами профилактики пренебрегать также не стоит. Не следует забывать и о коронавирусной инфекции. В настоящее время также имеет место незначительный подъем заболеваемости COVID-19. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В этом году в Ленске снег покрыл землю уже в начале октября, и температура установилась ниже нуля. Как следствие таких погодных условий – гололед. Эти и другие самые важные события Ленского района в дайджесте от наших коллег. Всю прошедшую неделю в Ленске работала выездная бригада врачей-офтальмологов в составе 2 хирургов и 2 медсестер. Врачи Республиканской офтальмологической больницы выявили десятки случаев катаракты, глаукомы и других глазных заболеваний. По результатам осмотра 64 пациентам были проведены 84 операции на глазах. Все операции прошли успешно.
Пациенты получили квалифицированную помощь и рекомендации для дальнейшего лечения. Ленчане отмечают, что очень удобно, когда врачи приезжают сами. Не надо ехать в Якутск, жить в гостиницах или у родственников и ждать госпитализации. А можно прооперировать катаракту на месте. Офтальмологи приезжают по приглашению Ленской ЦРБ и администрации Ленского района ежегодно. Все операции бесплатные. Мы все с собой возим. Это прямо операционный зал. Это 2 микроскопа, 2 аппарата по поводу факоэмульсификации. Все, вплоть до капель, бинтов, растворов мы сами с собой возим. Нас приглашают улусы, делают заявку и нас приглашают. Мы по этим заявкам по улусам едем и оперируем. В этом году в Ленске снег покрыл землю уже в начале октября, и температура установилась ниже нуля. Как следствие таких погодных условий – гололед на дорогах и тротуарах города. Дорожные службы вышли на дороги Ленска. Отрядные организации проводят работы по уборке снежного покрова с дорог и посыпают песком перекрестки и опасные участки проезжей части. В таких погодных условиях повысился риск аварий на дорогах. Как сообщили в ГАИ по Ленскому району, пока значительного увеличения ДТП не зарегистрировано. Но сотрудники госавтоинспекции предупреждают граждан о том, чтобы и водители, и пешеходы соблюдали меры предосторожности. Первое, что необходимо сделать водителям, это установить зимние шины и заменить на автотранспорте технические жидкости. Рекомендуется избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями. Водителям необходимо своевременно поменять резину на зимнюю, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, воздержаться от совершения маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. При появлении гололеда на дороге снизить скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортные происшествия. 25 мешков картофеля, 20 мешков капусты, по 5 мешков моркови и свеклы были предоставлены обществу инвалидов сельскими хозяйствами из села Нюя. Эта акция проходит ежегодно. Для доставки этих продуктов управление «Алмаздортранс» предоставило грузовик. Работники учреждения доставили свежие овощи, расфасовали их по пакетам и подготовили к выдаче. В каждый пакет было упаковано по 10 килограмм картофеля и несколько вилков капусты, а также морковь и свекла. Овощи были распределены среди жителей Ленска с ограниченными возможностями, состоящими на учете. Сейчас вот пришел, получил картошку, капусту, морковь, свеклу. Это очень хорошая помощь. У некоторых нет своих огородов, в квартирах живут, и это очень хорошо. От всех инвалидов выражаю благодарность всем работникам сельского хозяйства, кто помогает нам, вот это вот предоставляет. Огромное спасибо. В Ленском историко-краеведческом музее прошло открытие выставки ленской художницы Альбины Колбик «Север в моей крови». Встреча прошла в виде интересного интервью, в котором участвовали все посетители экспозиции. Расскажи, с чего пришла коммерция в твою жизнь? Вот твоя первая проданная настоящая художественная картина. Первое, что это было, я писала портреты за 100 рублей в студенчестве. Ну, это чтобы сходить в кино, там, не знаю, пирожок купить в столовой. То есть это была первая такая возможность, и именно это была карикатура, шаржи. То есть тогда я начала именно изучать, наверное, как-то физиологию человека, и именно поэтому мне легко даются портреты. Важно отметить, что Альбина не ограничивается только живописью. Она также работает с декорированием ковров и одежды. Техника, которую она использует в своих работах, включает различные элементы и методы. Художница работает как с традиционными материалами, такими как краски и холст, так и с современными технологиями. Это делает ее творчество многогранным и разнообразным. Друзья и коллеги поздравили Альбину с ее первым вернисажем. Все посетители выставки имели возможность задать вопросы художнице, а также поучаствовать в лотерее и приобрести понравившиеся работы. Такие мероприятия помогают поддерживать культурную жизнь города и способствуют развитию местных талантов. Большие гастроли. Впервые Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» приехал в Якутск, чтобы показать юным зрителям спектакли «Саргырел» и «Майдадыр». Остроумные строки сказки Корнея Чуковского любят и дети, и взрослые. Его показ состоится завтра с 11 и часу 30.
Спектакль «Саргерел» о высшем предназначении человека, его любви и счастье будет показан 24 октября с 15 часов, а также 25 октября с 12 часов в Тюзе. Отметим, показ состоится в рамках проекта «Большие гастроли». Он призван расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов со зрителями в России и за рубежом. У нас только-только начался четвертый сезон. Мы очень рады, что это началось именно здесь, в Якутске, на сцене Якутского театра юного зрителя. Я думаю, что этот большой насыщенный сезон 24-25 придаст новый импульс нашему театру, и мы будем стараться радовать не только наших калмыцких юных зрителей, но и, надеюсь, мы еще приедем в Якутск. Запечатлеть уникальную природу и получить за это призы. Продолжается прием заявок на второй всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Любой желающий может смонтировать ролик о своем путешествии и отправить его на суд жюри в срок до 30 декабря. Каковы условия участия, расскажет Вероника Таюрская. Показать красоту и самобытность родной Якутии за не более чем 8 минут. Это лишь одно из условий конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Еще одно важное требование – осуществление путешествия без использования моторной техники. Ролик может быть до 8 минут, то есть он даже 30 секунд и меньше может быть тоже. Суть в том, что вы снимаете видеоролик, желательно в горизонтальном формате, чтобы это было как фильм. И нужно, чтобы в начале было название фильма, например, там Еланка Титары, если это сплав. Вот. И в конце должно быть, кто принимал участие в этом фильме. Мы там описываем наш маршрут, сколько он по километражу был, сколько он дней занимал. Также очень важно приложить справку о том, что вы подавались в МЧС. Это делается очень легко. У меня заявка этой формы заняла минут 5. Показать маршруты путешествий от южных районов Якутии до арктической зоны республики, нетронутую человеком природу и излюбленные места для отдыха. Главное, чтобы путешествия были совершены не ранее 1 сентября 2022 года. Ознакомившись с этими условиями, они мне очень понравились, и я решил там поучаствовать. А у меня, как у любителя этих всех путешествий, природных, экологических, у меня есть большое желание принять в этом участие. И есть много у меня путешествий, и как и водных, так и зимних. Вот я планирую создать вот такой видеоролик и показать его всей нашей России. Участие в конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений» заинтересовало и сотрудников нашего канала. Фильм будет о зимнем путешествии, о путешествии в Амиконский УУЗ с зимней рыбалкой, ну и, естественно, с проживанием в оленеводческом стаде. Данный ролик практически готов, находится на домонтаже, и вот сейчас уже остались буквально небольшие штрихи, доделка. Заявки для участия в конкурсе принимаются по 3 направлениям: пешее, водное, зимнее путешествие. Среди всех присланных работ жюри также выберет лучший видеоролик, претендующий на гран-при конкурса. Участники со всей России соревнуются за главный приз, а именно за гран-при суммой в 3 миллиона рублей. Победители в своих номинациях получат по 1 миллиону рублей, за второе место 300 тысяч рублей и за третье место призерам выплатят по 100 тысяч рублей. Вероника Таюрская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В столице республики стартовал городской семинар учителей физической культуры, основ безопасности и защиты Родины. Главной темой нынешнего мероприятия стало привитие молодежи патриотизма путем спортивных упражнений и игр. Подробнее о семинаре расскажет Тимур Колмогоров. Десятки учителей по физической культуре посетили 30-ю школу, преподаватели которой подготовили ряд тем, с которыми они хотели бы поделиться с участниками семинара. Педагоги 30-й школы представили перспективные спортивные наработки и развивающие игры для детей. Такие семинары, они хороши тем, что здесь мы обмениваемся опытом со своими коллегами, со своими учителями. Это физкультуры и ОЗР. Вот, поэтому это, опять же таки, как и показ различных мастер-классов. Вот, то есть учителя видят не только, так сказать, свою работу, вот, работу своих коллег, но также еще и мы показываем, значит, свои какие-то увлечения, хобби, там, вот, то есть расширяем кругозор и среди учителей, значит, и среди наших школьников. На одной из площадок семинара организаторы представили игру «Хамур-Кюрех». Данная активная игра развивает ловкость ребенка, быстроту его реакции, а также его меткость.
Я приняла эту игру и приобрела оборудование. И с сентября месяца я уже на уроке использую этот материал и провожу. Детям очень нравится. Это не только развивает физические какие-то качества, да, но и это азартно, это как друг друга сближает детей. Городской семинар проводится не первый раз. Ежегодно участники получают хорошую возможность для того, чтобы получить новые знания и применить их в практике. У меня, как сказать, специфика более-менее вот спортивные игры, да, футбол, волейбол, баскетбол. Я вот работаю уже, как сказать, почти 20 лет. В это время побывал во многих семинарах. Конечно, узнаю новое, конечно, вот применяю, в особенности вот волейбол, баскетбол, футбол. Вот мне вот, как сказать, само по себе вот эти темы намного близко ко мне. Семинар дает необходимый опыт учителям во взаимодействии с детьми, проведении для них более эффективных спортивных занятий и игр. Кроме этого, семинар позволяет проявить педагогу инициативу для создания своего эффективного спортивного проекта. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Это были самые заметные события уходящего дня. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.